Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте, в эфире выпуск новостей телекомпании «Новый век», в студии Чинчик Ашпукол. Коротко о главном. Опасный вирус. В связи со вспышкой африканской чумы свиней в соседнем регионе в Туве принимаются повышенные меры ветеринарной безопасности. За помощью главе Шалбан Караул провел личный прием граждан. Кызылское президентское кадетское училище распахнуло свои двери для гостей. Там прошел день открытых дверей. А теперь об этих и других событиях более подробно. В соседней с Тувой Иркутской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. В связи с этим в нашем регионе принимаются повышенные меры ветеринарной безопасности. На въездах в Туву вместе с нарядами полиции начали дежурить специалисты ветеринарного надзора, задача которых – досматривать грузы с животными, мясом и иной сельхозпродукцией, которая может быть источником опасных инфекций. Ветеринарные заслоны выставлены на постах Ак и Шевелых, расположенных на двух автодорогах, ведущих в Туву – Абакан-Агдавурак и Абакан-Кызыл. Кроме того, специалисты проверяют всех предпринимателей, занимающихся перевозками мяса, мясной продукции и кормовых добавок, а также возьмут под контроль все сельскохозяйственные рынки. Решение об экстренном усилении ветеринарного контроля принято по поручению главы республики Шалбана Караула. Африканская чума свиней является особо опасным заболеванием, то есть заразное заболевание, при котором ликвидируется поголовье свиней и домашнего животного, и также диких кабанов в очаге за 5 километров от возникновения. Как только поступил сигнал о возникновении африканской чумы свиней на территории Сибири, нами предпринято было меры по предупреждению данного заболевания, то есть согласно соглашению с Министерством внутренних дел мы выезжаем на дежурство. К другим темам. Сегодня в Доме туризма состоялась фотовыставка участников конкурса «Цветущий Кызыл». Ежегодно в нем принимают участие десятки людей. Рекордное количество работ было отправлено в 2014 году. В этом году организаторы конкурса надеются, что инициативных граждан будет еще больше. Тем более для этого есть повод. Как известно, этот год объявлен годом экологии. На благоустройство городов России с федерального и муниципального бюджета выделено немало средств. В частности, в Кызыле в этом году будет реализовываться программа формирования комфортной городской среды. Заявки на участие уже принимаются в городской мэрии. Наша съемочная группа узнавала, что нужно для того, чтобы сделать свой двор уютным. Нужно продумать, какими будут наши дворы, как будет выглядеть наш город в этом году, обратились к кызылчанам кураторы проекта. Даже если в этом году не удастся попасть в заветный список счастливчиков, обладателей новых благоустроенных дворов, то они будут доработаны и включены в пятилетку реализации проекта «Комфортная городская среда». Если люди желают посадить во дворах какой-то зеленый щит, мы должны предоставить землю, мы должны помочь. Если общественное пространство, тоже помочь. То есть я сейчас обращаюсь ко всем горожанам. Нам нужно продумать, во-первых, наши дворы и предложить организациям, коллективам принять участие в озеленении нашего города. То есть уже вот период уже наступил, уже можно. Госкомлес Республики нам по поручению Шабана Валерьевича окажет самую мощную поддержку. Специальный архитектурный проект благоустройства придомовой территории не обязательно делать, отмечают кураторы проекта. Достаточно схемы, где обрисовано, что будет во дворе. Другой важный пункт, который интересовал гостей выставки, это, как известно, 5-7% от проектной сметной стоимости должны софинансировать сами жильцы. Сюда может войти любое трудовое вложение граждан, будь это озеленение и установка какой-то спортплощадки. Это очень дорого, вот такая оградка. Может быть, вы сделаете какой-то эконом-вариант? Это все отражается в протоколе собственников жилья. Формы протоколов, тоже информация на сайте вывешена. Активные, граждане и представители ОНФ будут участвовать в общедомовых собраниях, где будем разъяснять, показывать, отвечать на вопросы и помогать активным гражданам в составлении этих протоколов. Владимир Осипов, активист города, узнав о мероприятии, не упустил случая выспросить у кураторов проекта формирования комфортной городской среды подробности участия конкурса и как подать заявку. Я говорю, сделайте, пожалуйста, нам, что заменить здесь надо. И как благоустроить вот этот вот участок наш. Но он небольшой в длину.
И я за помощью. А как? Ну, мне сегодня уже 78 лет, я уже старый. А Орлан Доржукай, один из первых, подал заявку на участие, даже заказал архитектурный проект. Ему, как председателю ТСЖ, известны насущные проблемы дома. Один из основных нужд двора – это шлагбаум. Тут представилась такая прекрасная возможность, то есть участие в конкурсе. И надеемся, что мы, может быть, выиграем то, что нам сделает двор наш, отремонтирует, да, и будем как бы содержать его хорошо, там, и берем на себя обязательства участвовать трудом, и как бы то, что софинансирование там тоже указано в этом, мы готовы там взять на себя такие обязательства. Напомним, минимальный набор благоустройства двора, в который входят установка скамеек, урн, освещение и асфальтирование, не требует софинансирования граждан. А вот максимальный набор благоустройства, в который еще входит установка игровых и спортивных площадок, ограждение шлагбаума, уже требует участия жильцов. Заявки нужно подать до 20 апреля. Телефоны для справок 2 15 95 и 2 33 08. Диана Баямбугузбуяна-Юн, телекомпания «Новый век». За помощью главе Шолбан Караул провел личный прием граждан. Он встретился с 4 жителями республики. Каждый из них пришел со своей просьбой. Так, жителям труднодоступного села Кунгуртук приходится приезжать за необходимыми лекарствами в Кызыл. Саяна Дыгыйл, получившая специальность провизора после окончания Кемеровской медицинской академии, решила открыть в Кунгуртуге аптечный пункт и за счет своих средств построила под него небольшое здание. Сегодня осталось сделать внутренние отделочные работы и провести систему отопления. Главе Тувы провизор обратилась за поддержкой в получении лицензии на осуществление деятельности и выделение средств на приобретение первоначального запаса лекарств. Шолбан Караул поддержал проект Саяна Дыгыйл. Пришла также на прием главе библиотека руководитель ансамбля «Сударушка» села Черби Александра Березкина. К столетию основания села, которое будет отмечаться в следующем году, местные активисты решили создать там музей крестьянского быта «Русская изба». В этом году нашему селу исполняется 100 лет. И вот так как-то закралась мысль, что как бы что-то сделать полезное для себя. И так мы создали этот проект, музей, как бы усадьба. Потом домики, гостиные, там веранда, трапезная, типа кафе. Заехать, остановиться, перекусить, там баньки помыться или как-нибудь. Кстати, да. Я считаю, что это непременно надо реализовать. И музей сейчас, вот для нашей молодежи сегодняшней, он должен быть именно не тот, который там где-то там за стеклом, а в котором ты сам внутри. Вот он намного интереснее для современных детей. Когда можно потрогать, когда из этого же чугуна можно было бы картошку поесть или еще что-то в этом роде, это вообще было бы классно. Поэтому давайте реализуем с удовольствием. Это очень хорошая идея. В Федеральной налоговой службе проходят дни открытых дверей для налогоплательщиков страховых взносов. Все желающие могут получить информацию о тарифах, предельной величине базы для их исчисления, сроках предоставления расчетов и сроках уплаты страховых взносов. Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, представляют налоговую инспекцию расчет по страховым взносам ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Расчет за первый квартал 2017 года необходимо представить не позднее 2 мая. Сумма страховых взносов исчисления за календарный месяц подлежит уплате в срок не позднее 15 числа следующего календарного месяца. Подробную информацию можно получить на сайте Федеральной налоговой службы России в разделе «Страховые взносы 2017». В Туве объявляются торги на строительство и капитальный ремонт 10 домов культуры. На сегодняшний момент уже объявлены торги на капитальный ремонт домов культуры сел Кызылтак и Турген, следующие на очереди. В рамках реализации проекта «10 домов культуры» строительство 5 новых и капитальный ремонт еще 5 должны начаться в мае и завершиться в августе и ноябре этого года. План-график строительства размещен на официальном сайте электронных торгов закупки.gov.ru. Новые дома культуры будут построены в селе Сарыксеп Кахемского района, селе Агдаш Судхольского района, Баянкол Кызылского района, селе Часур Авюрского и в селе Илихем Улухемского района. На возведение новых объектов планируется потратить более 114 миллионов рублей. 108 миллионов рублей средства федерального проекта, чуть менее 6 миллионов рублей софинансирования со стороны Республики Тыва. При выборе объектов прежде всего рассматривались наказы избирателей по всем муниципалитетам через призму стратегических решений. Дома культуры претенденты на капитальный ремонт отбирались по степени изношенности здания. И о курсах валют: доллар стоит 55 рублей 96 копеек, а евро 59 рублей 81 копейка. Далее небольшой блок рекламы, не переключайтесь.
Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КЗУ Аюна Курседи, 54. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Превосходный выбор композиции из цветов для любого повода, гелевые шары, цветы в коробках и другие товары для праздника вы найдете в студии цветов и подарков «Прованс». В поселке Кахем восстановили водозащитную дамбу и в ближайшее время планируется снять режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы продолжаются и в Чадане. Подробнее о паводковой ситуации мы поговорим с заместителем начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва Тимуром Уларовичем Кужугетом. Здравствуйте. Начнем с Кахема. Какая ситуация там на сегодняшний день? Здравствуйте. В поселке городского типа Кахем ситуация стабилизировалась. Мы сегодня с утра объезжали с главой поселка Ананиным Юрием Юрьевичем, проверили все улицы, все дома. В принципе, таких остаточных явлений, за исключением 2 мест, не осталось. Все работы завершены. Пункт временного размещения, который был открыт на базе средней образовательной школы номер 2, был закрыт. В принципе, сейчас проблемных вопросов нет. С 1 апреля режим чрезвычайной ситуации в поселке снят. Развитие паводковой обстановки в основном у нас пошло по нескольким причинам. В период с 24 марта по 27 марта на территории Республики Тыва установилось резкое потепление наружного воздуха. Температура со средних 6 градусов, которая была на 24 марта, поднялась к 26 марта на до 17 градусов по Цельсию. И в связи с этим было спровоцировано обильное массовое таяние снежного покрова на территории центральных районов и других районов. Тот объем, который был рассчитан на водопропускных трубах, на накопителях талой воды, которые у нас были в населенных пунктах, они не смогли сработать на такой объем, который превышал их пропускную способность 3-4 раза. Но это не значит, что это у нас они были плохо спроектированы. Они были спроектированы на достаточном уровне. Просто в этом году у нас был объем воды значительно, практически в 2 раза больше среднемноголетних. И сход снежного покрова у нас произошел фактически на территории центра республики за 2 дня. То, что у нас должно было за 2 недели проходить, у нас сошло за 2 дня, и в связи с этим у нас такая вот эта ситуация сложилась. Напомню, что это первый этап всего лишь паводков, развития паводков на территории республики. Это сход, подтопление населенных пунктов талыми склонными водами. По прогнозу у нас попадало под этот прогноз 3 населенных пункта. Это город Кызыл, поселок городского типа Кахем и 3-й город Туран. По факту у нас произошло город Кызыл, правый берег, поселок Кахем и, к сожалению, город Чадан, который мы не прогнозировали на этот период. Но там тоже в связи с этими погодными условиями было фактически 4-6 раз больше воды пришло в населенный пункт, и водопропускные трубы не смогли пропустить. На сегодняшний день какая там обстановка? На сегодняшний день паводковая обстановка на территории Республики Тыва стабильная. Подтопленных населенных пунктов, объектов экономики нет. С сегодняшнего дня будет сниматься режим чрезвычайной ситуации в Цунхенском районе. Там фактически тоже все работы завершены.
пункты временного размещения свернули свою работу, и в 2 этих муниципальных образованиях работает группа по уточнению ущерба, нанесенного стихией, и восстановлению нарушенных объектов. А известно ли, когда последний раз была такая ситуация? По годам, если брать. По годам, если рассматривать такую ситуацию со склонными водами по городу Чадан, это отмечалось в начале 90-х, и то не в таком объеме. В то время вот тоже был резкий сход снежного покрова, но тогда объем воды был значительно меньше, и за сутки вода, в принципе, сошла, вот, подтопив несколько жилых домов. А сейчас, сами все понимаете, сколько воды у нас на Западе находится. В этом году во многих районах осадков выпало больше нормы в несколько раз. Где-то еще ожидается потопление? Согласно прогнозу развития паводковой обстановки, на западе Республики Тыва прогнозируется возможное потопление населенных пунктов в Байтайгинском районе, это поселок Карахоль, в Судкольском районе, это поселок Алдан-Мадыр, возможно потопление населенного пункта Аксабарлык в Барункельском районе по руслу реки Хемчик. В зимний период, ноябрь-декабрь, в данных районах сложилась неблагоприятная обстановка. Сами все помните обстановку, когда мы помогали нашим животноводам чабанам в Байтайгинском районе. Там снежный покров составляет 400-500% среднегодовых норм. Поэтому мы ожидаем начала паводковой ситуации в западных районах в мае месяце. Заблаговременно для оказания помощи и проведения эвакуационных мероприятий готовятся спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда и Тувинского республиканской поисково-спасательной службы в данные районы, чтобы там быть в момент угрозы. Потому что если мы пойдем туда после уже паводковых явлений, то уже там будет дорожная сеть уже будет разрушена. В связи с чем их возможно будет доставлять только на воздушном транспорте. Тимур Уларович, скажите, пожалуйста, какие работы были сделаны в зоне чрезвычайной ситуации? Особо хотелось бы отметить руководство муниципальных образований, которыми в кратчайшее время была организована работа межведомственных оперативных штабов. В круглосуточном режиме работала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Принимались все необходимые меры для защиты населения территорий, разворачивались пункты временного размещения, рассматривались и выполнялись в них вопросы организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан. Фактически в круглосуточном режиме велись работы по расширению водоотводных канав, по созданию накопителей воды. Хочется сказать действительно благодарность тем водителям, тем трактористам, которые буквально трое-четверо суток не сходили с руля своего транспорта, выполняли поставленную задачу. В принципе, по населению тоже проводилась круглосуточная работа по их оповещению, по подворовому обходу. Буквально всех, кто в зоне потопления, маломобильные группы граждан, мы всех их обошли, всех их эвакуировали, несмотря на то, что там даже угрозы есть и нету, но все равно мы в превентивных целях, мы пожилых, детей, инвалидов всех эвакуировали в зону чрезвычайной ситуации. А со стороны жителей какая-то помощь оказывалась? Со стороны жителей тоже хотелось бы отметить, в принципе, такой паническое настроение не было. Никто не пытался воспрепятствовать. Все с пониманием относились, что пришла стихия, и необходимо совместными усилиями не допустить, чтобы в результате стихии кто-то пострадал. Благодарю, конечно, население наших муниципальных образований, что за понимание, за терпение, которое они в период чрезвычайной ситуации стойко принесли. И таких жалоб на действия администрации, на действия спасателей, на действия служб у нас не было. Народ пытается как-то их отблагодарить.
сказать спасибо вот за то, что вот они вот пришли в тяжелое время. Какие у вас будут рекомендации на случай ЧС? Рекомендации на случай ЧС – это, во-первых, необходимо быть готовым к чрезвычайной ситуации. Ну, готовым у нас, как? Да, Морально? готовым, это морально-психологически, конечно. Все должны быть, все должны знать, куда необходимо эвакуироваться, какие безопасные территории, что необходимо с собой взять, что необходимо дома сделать, чтобы по приходу стихии не возникли вторичные факторы чрезвычайной ситуации. То есть отключить электричество, приподнять ценные вещи на более высокий уровень и ждать информацию по эвакуации в безопасные районы. Тимур Уларович, спасибо, что пришли и подробнее рассказали о паводковой ситуации. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва Тимур Уларович Кыжугет. Кызылское президентское кадетское училище открыло свои двери для детей и родителей будущих защитников Родины. Все желающие смогли посетить учебные и жилые помещения кадетов, осмотреть спортивную базу, студии и классы дополнительного образования. День открытых дверей проводился с целью привлечения кадет нового набора в 5-е классы мальчики и 8-й класс девочки в 2017 году. В гостях в президентском кадетском училище побывала и наша съемочная группа. Узнать, в каких условиях проживают и обучаются воспитанники в президентском кадетском училище, пришли около 1000 кызылчан с детьми. Экскурсии во главе с гидами из числа педагогов учреждения начались прямо с КПП. Гостям рассказали историю училища, ознакомились с распорядком дня и жизнью кадетов. Учение кадеты учились без этого корпуса, его достраивали, открывали его в прошлом году учебном. Вот сейчас дети могут заниматься спортом активно, ну и бассейн. Взрослые в бассейне не плавают ни при каких обстоятельствах, я имею в виду сотрудники, да, воспитатели и так далее. Все только для детей. В ходе экскурсии продемонстрировали спортивный зал и бассейн училища, которые были введены в эксплуатацию в феврале прошлого года. Основным направлением работы учреждения является не только военно-патриотическая, но и общеобразовательная довузовская подготовка кадетов с применением самых современных учебных оборудований. Имеется автоматизированное управление. Это в основном источник электричества, там находится выход в интернет. Каждый кадет имеет свой персональный ноутбук, и у них есть возможности работать с интернет-ресурсами. В Кызылском президентском кадетском училище все не так, как в обычных школах. Вместо школьников воспитанники, вместо параллелей классов курсы. Каждый день учащихся расписан до мелочей. Свободное время максимум 1 час. Я здесь уже учусь 2-й год, и за все свое время я ни разу не пожалел, что поступил сюда. Конечно, бывает иногда трудно, но трудности закаляют. Ну, конечно, помимо знания приобрел новых своих друзей. Это целый класс, да и из всего училища, как мы кадеты, все едины, все друзья. Не жалею, что поступил сюда. Напомним, что кадетское училище открылось 6 сентября 2014 года. Уже 8 сентября того же года за парты сели 65 кадет с 5 по 7 классы. Сегодня здесь обучаются 234 кадета, в том числе 20 девочек. С этого года правила поступления изменились. Теперь в ряды кадетов принимают мальчиков только с 5 класса, а девочек с 8. Штатной численностью нашего училища предусмотрена одна параллель, это 44 человека. Мальчиков, и параллель девочек – это 20 человек. Поэтому мы вышли на такой процесс именно с этого года. У нас сейчас параллели 5, 6, 7, 8 и 9 класса мальчиков уже скомплектованы по 44 человека, по 2 класса. Девочки – 20 человек. Поэтому с этого года принимаем только в 5 классы пацанов и 8 класс девочек. Отбившись от основной массы посетителей, мы решили ознакомиться, в каких социально-бытовых условиях проживают кадеты. Мини-экскурсии по жилому спальному корпусу нам провел воспитатель 11-го взвода 1-й учебной роты Олег Клюев. Расположение жилой комнаты, где кадеты непосредственно отдыхают и спят. То есть вы видите кровати, личные тумбы, личные столы, личные полки, где находятся учебные принадлежности, телевизор, который кадеты могут в личное время посмотреть. Здесь у нас расположен платяной шкаф на 3 кадета, где кадеты хранят свое бронирование.
Одежда кадетов – главный обязательный элемент в гардеробе каждого воспитанника военного учебного заведения. Особое внимание уделяется составу ткани, качеству пошива изделий и его комфортности. Как рассказал Олег Клюев, форма должна сидеть хорошо, а кадет в ней должен комфортно и свободно себя чувствовать. Представленная экскурсионная программа не оставила сомнений у абитуриентов – поступать в училище или нет. Мы хотим поступить в это чудное заведение, потому что людям же показывают и рассказывают все очень подробно, и люди видят, куда поступают, и понимают, зачем они это делают. В рамках мероприятия также состоялась встреча с руководством училища, которые рассказали об особенностях и правилах приема в образовательное учреждение. Родители прежде всего интересовались документами и медицинскими показаниями для поступления в военное училище. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот сейчас 4-классники в школе прошли медицинский осмотр. У нас в медицинской карте проставлены печати узких специалистов. В поликлинике нам сказали, что вы их второй раз не проходите, а вам их педиатр продублирует. Педиатр должен будет продублировать действительно из 26-й формы в эту справку 86-ю, но эта 86-я справка еще раз должна быть заверена главным врачом поликлиники или заведующей педиатрической службой. Напомним, что Кызылское президентское кадетское училище в числе 6 других учебных заведений этого статуса входит в структуру подведомственных учреждений Министерства обороны. Инициатива его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Сюда приезжают поступать дети из других регионов России. Чинчик Ашпукол, Буян Аюн, Илья Сапун. Далее наша ежедневная рубрика «Новости» короткой строкой. Рособорнадзор запретил прием студентов в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, а также Орловский государственный аграрный университет. В ведомстве отметили, что причиной стало неисполнение вузами предписаний в установленные сроки. Помимо этого, лицензии были лишены Кисловодский институт экономики и права и приостановлено действие лицензии у Санкт-Петербургского института гуманитарного образования. Кроме того, государственной аккредитации был лишен московский филиал Российской международной академии туризма. Запрет на прием обучающихся не ограничивает остальную образовательную деятельность вузов. ТВ-Энерго ввело режим повышенной готовности на объектах электросетевого комплекса. Мера эта необходима ввиду подтопления талыми водами Кызылского и Дзунхемческого районов Тувы. Энергообъекты на территории присутствия ТВ-Энерго, попадающие в зону риска, обследованы специалистами, проведена комплексная работа по подготовке к паводковому периоду. На малых реках Сибири начался ледоход. Для контроля за обстановкой МЧС и местные администрации ведут мониторинг. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России. В зону подтопления паводковыми водами в Сибири могут попасть более 800 населенных пунктов, в которых проживает около 180 тысяч человек. Самая сложная ситуация ожидается в 9 регионах, в том числе и в Туве. Традиционное ежегодное общение президента России Владимира Путина с россиянами может пройти в июне, сообщает газета «Коммерсант». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с президентом состоится в этом году позже апреля, но раньше августа. Песков добавил, что перенос сроков прямой линии связан с графиком Путина. В Туве, согласно информации Госкомохотнадзора Республики, с 3 субботы апреля текущего года, 16 апреля, открывается весенний сезон охоты на селезня, уток, тетерева, глухаря, самцы и вальшнепа. Сезон продлится не дольше 10 дней. При осуществлении охоты ведомство призывает граждан соблюдать правила охоты и пожарной безопасности, охотиться только на территории и в пределах норм добычи и сроков, быть предельно внимательными при разведении костров, обращении со спичками и не оставлять за собой мусор. И о погоде. По данным Гисметео, завтра в Кызыле ожидается облачная погода, возможны осадки. Температура воздуха ночью -2, -6, днем +5, +8. Ветер 4,9 метров в секунду, атмосферное давление 707 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск подошел к концу. Посмотреть его вы также можете на нашем YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Спасибо за внимание и всего доброго.